Благодарю вас. Следующий оратор, представитель организации «Права и свободы туркменских граждан». Гребенник Юлия, Туркменистан. Туркменистан – это страна, где у власти нет диалога с народом, нет связи гражданского общества с властью. Власть боится проявления активности граждан. Людям нельзя собираться группами и критиковать власть, потому что в дальнейшем это будет расценено как создание экстремистских группировок, наркопритонов, ваххабистских или религиозных сообществ. Люди не могут защищать права своих родных, иначе ты в дальнейшем будешь внесен в список лиц, опасных для национальной безопасности, и внесен в черный список невыездных. Так было со мной и моей сестрой, когда я защищала права своего мужа, когда он находился в тюрьме. Комитет национальной безопасности наказал нас, сделав нас невыездными на 10 лет, в том числе внеся в список невыездных и 9-летнего ребенка. Нас обвинили в том, что мы якобы организовали митинг возле посольства Туркменистана в Москве. В стране повсеместно распространено доносительство и стукачество. Страх проник в сознание общества. Брат не доверяет брату, сосед не доверяет соседу. Слежка приобрела масштабы государственного значения. Везде по стране кураторы от КНБ. Они во всех государственных структурах страны ведут слежку за всеми сотрудниками и друг за другом. В стране нет гражданских организаций, которые могли бы контролировать, что происходит с их детьми, если они служат в армии. Были случаи, когда родители получали гробы с телом сыновей, а людям запрещали вообще говорить об этом. Нет гражданских организаций, кто мог бы проследить ситуации в тюрьмах. Международные организации не имеют объективной картины происходящего в Туркменистане. Диктатор Бердымухамедов замыливает глаза международному сообществу обещаниями и позитивными декларациями. Спасибо. Atlanalin